«Весна идет, весне дорога», написал классик, и эти строки как будто бы про Канаш. Весна, точнее его проявление, огромные лужи, овладели и дорогами, и тротуарами города. Максимально осторожничая, перескакивая с бордюра на островок асфальта, перемещаются пешеходы. Такую картину наблюдала наша съемочная группа, выйдя на прогулку вместе с активным гражданином нашего города Юрием Алексеевичем. Из года в год, видя такую картину, сердце разрывается, признается он. Живу уже сколько? 75 лет, 76-й год идет. И у нас всегда в Канаше бардак идет. Одни лужи, одна грязь, понимаете, никак никто не может сделать. Где бы ни шли мы, вот здесь вот тоже вода. Ну как и так можно жить в нашем городе? Ноги мокнут. А вот вода, видите, сколько да, там и тут невозможно пройти. Да, вот да, утром да. скользко будет, если там подморозит ночью. Надо заниматься этим делом постоянно и облагораживать город. Вопрос такой технический, и конкретно надо внимание на его более детально обращать. И если заниматься, так значит заняться сразу, а не так оно... Ведь, учитывая различные местоположения, тротуар, если положили, заасфальтировали, а бордюр не положили. Или же, допустим, его положили ниже уровня там, земли, или еще как-то. То есть технология не соблюдается. И все равно вода будет. И все равно будет вода. Да, так что хоть деньги вкладывают просто в землю, зарываются они, и ничего не получается. В итоге из года в год повторяется. С трудом пройдя озеро, растекающееся по тротуару на углу медицинского колледжа, он пошел до здания администрации. Перешел дорогу, и опять на пути предстала весенняя непроходимость. Проспект Ленина – сердце Канаша. Тротуары утонули в луже, единичные островки суши около объектов торговли. Пешеход передохнет, пройдя по брусчатке, а затем опять. Упражнение на равновесие и дальность прыжка. Просто эстафета какая-то получается. Конечно, магазин поставили, да? Они сами сделали вот эту брусчатку, да? Будет сухо, а здесь она сухая тоже не будет, да? Если примерно будет вода идти сюда. Надо как-то заниматься нашей администрацией, чтобы делали, чтобы было чисто, и приятно людям будет, и приятно им будет. При всем при этом довольными, конечно же, остаются дети. Им есть где новые сапоги на прочность проверить, а родителям совсем не весело. Тротуары, конечно, в ужасном состоянии. Они кусками вот ремонтируются, а так ходить очень вообще ноги промокают. И дети могут заболеть, и сами-то взрослые тоже часто. И так и эпидемия, а тут еще и ноги мокрые. И вот я мама 7 детей, и дети падают маленькие у меня. Да. Вот он-то ничего, он встал и пошел. А другие вот двойняшки, они как это, их очень сложно. Вообще гулять мы даже почти не выходим из-за этого. А пожилое население вообще, у них же остеопороз и все остальное, так они могут и без ног остаться, и лежать. Да. И снова с приходом весны разлилось озеро по улице Московская, перед центральным рынком. Особо остроумные горожане называют его чуть ли не достопримечательностью Канаша. Снег тает, население хмурое, ходить негде. В общем, пришла и к нам весна. Теперь ждем лета, признается прохожие, тогда уж точно. Проезжие части и тротуары сами высохнут, и население будет где ходить. Юрий Козин ведет нас дальше, рассказывает, что в его молодости тротуары в Канаше были вовсе деревянными. Приближаясь к своему 8-му десятку лет, мечтает, что когда-нибудь данная картина изменится. А вот такое состояние он вовсе не ожидал увидеть в 21 веке. Видимо, от безысходности администрация одного из магазинов смастерила импровизированный тротуар из поддонов. Канаш-то тонет, наверное. Ну, он весь тонет. А? Весь тонет. Весь тонет, да. Ладно, хоть так сделали, спасибо, надо сказать. Да. Вот такая вот интересная прогулка у нас получилась с Юрием Алексеевичем, с человеком, много лет находящимся на заслуженном отдыхе и тем не менее сердечно переживающим за его благополучие.